Всем привет! Тема сегодняшнего урока – это отрицательные суффиксы, и давайте разберемся, для чего они нужны. Отрицательные суффиксы в казахском языке используются для образования отрицательной формы глагола. Что такое отрицательная форма? Это когда вы отрицаете какое-то действие, допустим, беги, не беги или не бегай. И давайте поподробнее разберемся, при помощи каких отрицательных суффиксов образуется отрицательная форма глагола. Для начала разберем отрицательные суффиксы ба, бе. Данные суффиксы прибавляются в том случае, если слово заканчивается на следующие буквы. На букву М, Н, Н и буквы Ж, З. Разберем эти правила на примерах. Глагол «жаз» переводится как «пиши». Оканчивается на букву «з», следовательно, мы должны прибавить отрицательную частицу «ба». Прибавляем отрицательную частицу «ба», так как слово «твердое». Мы здесь не можем прибавить отрицательную частицу «бе», так из-за того, что слово «твердое». Твердое прибавляется к твердому. И отрицательная форма будет звучать как «жазба», «не пиши». Следующий пример. «Ойлан», «размышляй». Заканчивается на букву «н», слово «ойлан». Также мы прибавляем твердую частицу «ба». Так как слово «твердое», значит и частица должна быть твердой. Отрицательная форма будет звучать как «ойланба», «не размышляй». Следующий пример. «Оян», «просыпайся». Также заканчивается на букву «н», и мы прибавляем отрицательный суффикс «ба». Отрицательная форма будет звучать как «оянба», «не просыпайся». Здесь следует помнить то, что суффиксы различаются по твердости, так же, как и вопросительные частицы. Твердый суффикс прибавляется к твердому слову, а мягкий суффикс прибавляется к мягкому слову. Далее разберем еще одну пару отрицательных суффиксов. Суффиксы па, пе. Данные суффиксы прибавляются, если слово заканчивается на глухие буквы, и также после букв б, в, г и д. Разберем на примере. Слово «оят» переводится как «буди». Отрицательная форма будет звучать как «оятпа». Так как заканчивается слово «оят» на глухую «п», то мы прибавляем глухую частицу. Слово «твердое» и отрицательный суффикс также прибавляется твердый. Все вместе будет звучать как «оятпа», «не буди». Следующий пример. «Катыс», «участвуй». Заканчивается слово «катыс» на глухую «с», значит мы должны прибавить глухой отрицательный суффикс. В данном случае суффикс «па», так как слово «твердое». Отрицательная форма будет звучать как «катыспа», «не участвуй». Следующий пример. «Аш», «открывай». Заканчивается также на глухую букву «ша», значит мы должны прибавить глухой отрицательный суффикс. В данном случае отрицательный суффикс «па», так как слово «твердое». Если бы слово было мягкое, то мы бы прибавили отрицательный суффикс «пе». Следующая пара отрицательных суффиксов – это «ма-ме». Данные отрицательные суффиксы прибавляются в том случае, если слово заканчивается на гласную букву, либо на следующие буквы «л», «р», «у» и краткое. Разберем на примерах. Слово «ал» переводится как «бери» или «возьми». Отрицательная форма будет звучать как «алма», «не бери». Слово заканчивается на букву «л», значит и прибавляем отрицательную частицу «ма», так как слово «твердое» и отрицательный суффикс тоже должен быть твердый. Все вместе звучит как «алма», «не бери». Следующий пример. «Котер», «подними». Заканчивается на сонорную букву «р», и мы должны прибавить мягкий отрицательный суффикс, так как слово звучит мягко. Все вместе будет звучать как «котерме», «не поднимай». Так как слово мягкое, значит и отрицательный суффикс должен быть мягкий. И следующий пример – это «кель», глагол «кель», «приходи». Слово мягкое, значит мы прибавляем мягкий отрицательный суффикс. Все вместе будет звучать как «кельме», «не приходи». Выучить данное правило вам не составит труда, если вы до этого знали, как образуются вопросительные частицы. Отрицательные суффиксы образуются таким же путем. В описании к видео я оставлю ссылку на скачивание таблицы, в которой указаны правила прибавления отрицательных суффиксов. Данную таблицу вы можете скачать себе на телефон или распечатать и использовать ее как подсказку, пока вы не выучите все эти правила. А на этом данный урок завершен. Спасибо за просмотр и увидимся в следующем уроке.